Меня мама отвела в ателье мужское. Национальный костюм – это прям шикарный источник. Быть модным – дорогое удовольствие. Она мне по картинкам шила мне наряд. Название само себя говорит, да, девичьи мечты, девичьи. Так как я сельский костюм, значит, сельские девушки все мечтают стать, получить какой-то более высокий статус жизненный, да. И вот они могут собираться и обсуждать, что я бы хотела выйти замуж за такого, я стану такой-то. Вот, и эти мечты у них могут воплотиться в нашей коллекции. Это зависит от мероприятия. Если, допустим, есть время, что я приезжаю, мы повторяем, тогда без проблем. Если я понимаю, что я приеду, у меня через 3 дня поездка на другой показ, и я не успею, тогда, конечно, я не уговорюсь, я скажу, что после 2-го показа я вам отправлю жены очень высоких чиновников. Мы снимали мерки, отшивали им и отправляли им туда. Все отшивается ровно на них. То есть бывает, что с подиума уговаривают продать сразу же, ты продаешь, по приезду ты восстанавливаешь свою коллекцию. То есть если она вот как бы садится на них, и они там не отпускают тебя за любые деньги, ты уже соглашаешься, потому что ты знаешь, что ты приедешь и отшьешь еще одну. Это эффект фартука с рюшами. К этому фартуку у нас есть, к этому платью у нас есть вот такой асимметричный тоже фартук на одно плечо. То есть у нас идет некая перекличка. А почему такая текстура была выбрана? Ну вот все говорят, почему татарское мы не можем носить. Да? Это хлопок, он дышит, он лаконичный, причем здесь нету ярко выраженного татарского, да? Но есть, но тема есть. Я не делаю модную одежду, я делаю стильную одежду. У меня нету моды. Мода ориентирована на молодежь. Молодежь хочет дешево, а индивидуальная одежда не бывает дешевой. И в этом году прислали видео 23-летней давности. Вашу коллекцию? Да. И что? И когда я показал ее на работе, они говорят: Султан, если там не озвучили, что это ты, мы бы сразу сказали, что это твоя коллекция. Вот стиль. Когда узнаваемый стиль. То есть коллекция абсолютно другая. Но она узнаваемая, кому она принадлежит. Вот он фартук, да, то есть это можно надеть на платье, это можно надеть на блузку, это можно надеть на футболку. Здесь удобные, как вся молодежь любит, есть карманы. Практически во всех изделиях у нас есть карманы, и даже вот в этом фартучке у нас тоже есть кармашек. Потребитель моды – молодежь. Вот что бы вы ни говорили, молодежь. Чем старше становишься, тем ты меньше, так скажем, западаешь на модные тенденции. То есть мода – это достаточно дорогое удовольствие. Быть модным – дорогое удовольствие. Это ты не когда это в магазинах появилось у всех, а когда это только появилось на подиуме. Вот тогда это мода. А когда оно уже в магазинах, это уже все, это уже распространение, уже другая мода. Вот очень спорный костюм, один из спорных костюмов, когда я предложил версию мужского сельского татарского костюма в женской интерпретации. И были разговоры о том, что как это так надеть на девушку мужской костюм. Периодически я вижу стильную молодежь. Прям я так радуюсь за то, что у нас есть. Надеюсь, что это местные. Просто я же не спрашиваю, кто это. Просто идешь и думаешь: блин, так классно одет. Вот стильно, хорошо одет. То есть даже не про моду, а про стиль. То есть свой стиль. Мне очень нравится, когда есть свой стиль у человека. То есть, но он вырабатывается годами. То есть почему я всегда говорю: молодежь – это ваше время экспериментировать в одежде. Померить то, поносить это. Там что-то очень сумасшедшее, что-то неординарное на себя примерить. Таким образом можно найти свой стиль. Если мы сейчас разберемся, то все женщины заимствуют мужскую одежду. Вот, пожалуйста, почему нет? А если это будет лаконично выглядеть и стильно, почему нельзя надеть мужской образ? Да? То есть вот он, мужской камзол, рубаха, версия со штанами. У нас есть версия, когда полосатые штаны а-ля мужские. Да? Мы далеки от моды. Ну, как бы вообще Россия далека от моды. Если не говорить уже о Казани, да, Татарстане, мы не можем угнаться. Там слишком быстро это все адаптируется, а до нас доходит, так скажем, на сезон позже. И потом у нас ментальность другая и вкусы другие.
Поэтому, когда уже все И это климат. появляется во всех масс-маркетовых магазинах, вот тогда это наш народ на этот момент они соглашаются и надевают на себя. И вот считают, что они модные. А на самом деле уже вся Европа и Азия, они уже переступили в к другим трендам, а наши вот довольствуются тем, что уже у нас есть то, что есть в магазинах. Вот это чуваши, вот это чуваши, вот это чуваши, вот это чуваши. Возможно, чуваши и как бы татар-то и нету. А где татары? Где татары? Вот вам книжка татарская. Ну вот татары, вот видите, какой головной убор. Это колфак, нагрудные украшения. Я стал замечать, что люди стали меньше потреблять, и это радует, потому что вот эта быстрая мода, она, конечно, ни к чему хорошему не приводит. То есть мало того, что у людей нету ценности как изделию, как к вещам, да, и то есть шитые там, я не знаю, за копейки в Азии, да, то есть непонятно из каких тканей, на каких фабриках, вообще кто это шил и как это шилось, ну зато это стоит 1500 рублей. И люди довольны покупают и выбрасывают, да. А ведь сколько заложено там труда вырастить там хлопок, если это хлопок, раскроить, сшить, посадить всех этих людей. Ну вот я говорю, сейчас очень многие обращаются лучше купить или заказать одну дорогую вещь и носить ее дольше, а не так, чтобы вот на сезон и выбросить не жалко. Привет, там узбекские ткани. Видите? Я думаю, что здесь и мордовцы есть. Это сельские татары? Я думаю, что нет, слишком нарядные. Я думаю, что это не может сельские. быть, они достали все лучшее из сундука? Может быть, у всех людей есть свои проблемы, нужды. И одежда не у всех на первом месте. То есть определенный класс людей, или не класс, а, наверное, определенная часть людей, которые, ну да, уделяют большое внимание своему внешнему виду. А в большинстве случаев это, ну, как бы, есть что одеть, есть что-то новое, свежее, ну, хорошо, ну и тоже, это нормально. Вот это серебро, это тоже Китай, это женский маникюрный набор из мужчин. Фирдус Тимаев был костюм. Во-первых, мы ему предложили совершенно не его образ изначально, то есть как его все представляют. Но была задача, в общем-то, сделать так, чтобы он был совершенно другим. Иногда бывает, что приходит артист, ты говоришь, блин, давай сделаем прям абсолютно лаконичность, вот чуть ли не в одном костюме от начала до конца. Он говорит, люди уйдут, людям нужно шоу. Национальный костюм — это такая сокровищница, откуда можно черпать всегда. В Киргизии я занимался тоже этническим костюмом. То есть Киргизия, во-первых, я татарин, да, то есть как бы, это моя кровь. Но так как мне нравится заниматься этническим костюмом, я занимался исследованием, там, ну, как относительным исследованием, изучением, так скажем, да, киргизского, узбекского костюма. И первая моя коллекция была, то есть профессиональные, они были как раз-таки киргизско-узбекские коллекции. Да, 98 год — это первый мой конкурс, первое мое участие в международном конкурсе, в котором я забрал 4 главных приза. У меня мама часто приезжала сюда в командировки. Каждую поездку она привозила мне какие-нибудь книги. Книги музейные, книги по костюму, там, по кулинарии, еще что-то. И у меня всегда это было перед глазами. И поэтому, когда я сюда переехал, ну, вообще, наверное, толчком таким очень сильным для меня это была, конечно, Айзуль Генриховна Сахарова. Вот она первая ко мне обратилась в Казани, которая сказала: Светлана, давай попробуем сделать. И вот первый костюм, который мы сделали для Мисс Татарстан, Ирина Шарипова на конкурсе Мисс Мира вошла в топ-5 лучших национальных костюмов. Когда, наверное, я закончил вуз и получил диплом, мне мама рассказала о том, что когда мне было года 3, я категорически отказался идти в садик. И, то есть, родители сказали: все, будешь голодный, холодный, целый день сидеть один в квартире. На что я сказал: хорошо. Я остался. В обед прибегают мои родители, чтобы проведать, не сговариваясь. Я взял кусок маминого халата и сшил
какой-то наряд для куклы моей сестренки. То есть я этого не знал. Но вот когда мама рассказала об этом, я говорю, надо же, было очень забавно. Но то, что я тянулся всегда к этому, это однозначно, потому что когда мне было... Нет, во-первых, в начальных классах все задние картинки, листочки моих тетрадей были изрисованными принцессами. И все девчонки у меня просили нарисовать им принцесс. То есть вот как бы вот началось, наверное, с этого. Вот. А потом уже чуть позже, когда уже пришла какая-то более осознанность, лет в 11, с 11, может, с 10, у меня бабушка шила по папиной линии. Она всю жизнь работала портной. И мамина мама тоже всегда хорошо шила, у обоих были швейные машинки. И я к папиной маме всегда обращался, чтобы она мне шила что-нибудь модненькое. То есть я находил журнал, приносил ей, она, допустим, говорила, иди там накорми всех кур, там еще что-нибудь сделай, а я тебе сошью. Это было еще в школьном возрасте? Это было в школе, да, безусловно. Не могу сказать, сколько мне было лет, но меня мама отвела в ателье мужское, где мне шили какой-то там вот классный костюмчик. Это не был классический костюм, это сейчас типа бомбера, да, или, ну да, наверное, типа бомбера, и брюки к нему, то есть это из какой-то комвольной костюмной ткани был сшит костюм, я его с удовольствием носил. То есть, ну, какая-то потребность была, и слава богу, что эта потребность была еще и исполнялась. То есть, благодаря моим родителям и родным, они меня всегда поддерживали. Оба образования получил в Киргизии, то есть оба направления дизайна и конструирования технологий. Вот, и у меня в прошлом году была удивительная история, когда я приехал в свой родной город после 20 лет отсутствия в нем и зашел в институт, и меня стали просто узнавать люди, которых я не помню, а они меня помнят. Это было очень приятно. Потом собрали студентов, мы пообщались, там еще сохранились мои преподаватели, мои студенты, которых я обучал, они теперь преподают, так что очень много приятного. Никогда не думал, но в этом году мне вдруг неожиданно предложили провести юбилейный показ в Иркутске. Я, конечно, задумался, что, может быть, и есть смысл сделать ретроспективу показов своих, там, ну, хотя бы нескольких последних коллекций.